Только у мамы самые ласковые руки, самая нежная улыбка и любящее сердце. Нет лучше вечера, когда ты сидишь рядом с мамой и разговариваешь обо всем. Неважно о чем, главное, чтобы она была рядом. Однако жизненные ситуации бывают разные, в том числе и такие, когда маму заменяет совсем другой человек. Но и в этом случае все самые теплые слова любви и самые красивые песни на свете посвящены тому, кто не оставил одинокую душу и взял на себя все заботы. Johunmanı kihibit Jolgo kustar rütün Etiyemete eciyem İyetenge kündügün Etiyemete eciyem İyetenge kündügün. Эти трогательные слова Иван Иванов, более известный под творческим псевдонимом Ванс, каждый раз посвящает самому родному и близкому человеку. С 13 лет он называет ее мамой, хотя на самом деле она его тетя, родная сестра отца. Именно ей, как признается сам герой, он обязан всем, в том числе и его творческим достижениям, коих у него огромное количество. Будучи очень разносторонним человеком, Ванс принимал самое активное участие во всевозможных конкурсах. Начиная с 2010 года награды сыпались на него, как из рога изобилия. Так он стал обладателем приза зрительских симпатий республиканского конкурса молодых исполнителей якутской эстрадной песни на призы народного артиста Республики Саха-Якутия Аркадия Алексеева. Далее были музыкальные конкурсы «Сана-Эре», «Дахсун», «Үрдель», а также танцевальный конкурс среди непрофессионалов «Стань звездой». За что бы он ни брался, везде становился или лауреатом, или дипломантом, или победителем. Но есть одна вещь, которую еще никому и никогда не удавалось покорить. Это сама жизнь с ее перипетиями. Пережить невзгоды помогли и родная Амгинская земля, и родственники, и песни. Песня посвящена именно вот нашей маме, тете. Не я написал эту песню, я специально заказал его. Когда я работал в театре эстрады, там был проект, который посвящен именно матерям. Созвонился с Виктором Ивановичем Коном Омукола. Я говорю, вот у меня есть такой дорогой человек, сердцу говорю, и про которого я хочу спеть. И он говорит, ну хорошо, говорит, приезжай и типа расскажи. Рассказал, что вот какой она человек, как она нам заменила нашу маму. И, значит, и на следующий день, буквально на следующий день, прямо в 6 утра, я сплю еще, в 6 утра он мне отправил полностью стихотворение, вот именно которое посвящено моей вот маме. Друг мой, значит, Вася Сорокин, Айгылан, значит, я ему показываю, значит, это стихотворение, и он тоже на следующий день сочиняет, значит, мелодию к этому стиху. И вот так вот родилась эта песня, ну, самая близкая песня моему сердцу, моим чувствам, тете, которая заменила нашу маму. Семья у нас большая была, 7 детей, отец, мать, бабушка с нами еще была, 4 мальчиков и 3 девочек. Ну, я самая старшая в семье была, и поэтому все время на меня говорили, ты старшая, должна со всеми смотреть, со всеми ухаживать. Вот это у меня до сих пор осталось. Мама моя все время так говорила, ты самая старшая, как ты поведешь себя, за тобой и другие потянутся. Вот так она все время говорила. Вот будешь хорошо учиться, твои братья и сестры будут хорошо учиться, поступишь на учебу, они за тобой тоже потянутся. И поэтому вот эта ответственность с малых лет у меня. Как пример, да? Ага. Синдром вот, старшего ребенка. Да, вот этот синдром очень сильно остался, вот этот синдром до сих пор. Видать, по моей жизни все это есть, да?
Лариса Ивановна, как одна из старших сестер, имела лидерский характер. Поэтому, когда брат Федор привел в дом невесту, тут же было принято решение сыграть свадьбу. Они женились в 1988 году. У нас невестка Маша из Бетюна, поселка Бетюнь, совсем молоденькая, ей было 18 лет. Стала у нас она невесткой. Это в нашей семье первая свадьба была. Родителей тогда уже не было, они умерли. Осталась одна у нас бабушка, отец болел, мать тоже болела и умерла. И мы все втроем, 3 сестры, вот организовали свадьбу брата, вот Ваниного отца, да. И вот так мы сыграли свадьбу, так очень хорошо было, весело было, все были довольны, мы остались. Ага, вот такая свадьба была. Потом через год родилась Маша, старшая сестра Ванинова. Вот потом еще через год вот Ваня родился. Ага. А потом попозже... 6-летний перерыв был? Да, 6-летний перерыв. Да. Потом родилась девочка. Потом через 2 года еще мальчик. Их 4. 2 девочки, 2 мальчика. Вот они жили, дом себе построили, и там они жили. Потом вот невестке в 2004 году ее не стало. Но она долго лечилась, в больнице лежала. Но, конечно, никто, все надеялись на лучшее, никто не предвещал, что так получится. Но когда сообщили, что вот скончалась по телефону, тогда не было сотовой связи здесь, в Амге. И через соседей сообщили, что наша мама вот ушла в мир иной. И вот до тех пор, пока ее с экспертизы не привезли тело, я вообще не плакал, ни одной слезинки не проронил. А потом, когда привезли, я просто потерял сознание. Маша у нас была очень такая доброжелательная, добренькая была, работящая была. У нее все спорилось, быстро-быстро, хотя она молодая. Помню ее спортсменкой еще, она в волейбол очень хорошо играла. Мама у меня была очень активной, очень веселой, очень жизнерадостной, была душой компании, была лидером, была активисткой, очень быстро-быстро все успевала делать и по дому, и по нам, и по работе. Была шустрой. Мне говорят, что я на нее похожу. Родные говорят, что темперамент такой, как у мамы. Да. Лариса Ивановна, будучи очень ответственным человеком и помнящим завет матери быть опорой в семье, не смогла пренебречь ее напутствием. И когда в семье случилось горе, она тут же взяла на себя все заботы о маленьких племянниках. Поскольку Лариса Ивановна работала в Якутске, то на семейном совете было принято решение переехать в город. Мы решили, что лучше им переехать в город, потому что все равно в будущем они будут учиться здесь, в Якутске. Ага. И решили, что их перевести сюда, в Якутск. Посоветовались все. Так будет лучше, потому что деревне мужику одному тянуть 4 детей, а младшему было сколько? 5,5. 5,5. И девочке было 7 лет младшенькой. Ага. И вот 2 старшие, да. И решили их перевести в Якутск. А потом сюда, когда в город переехали, это для них тоже, как бы сказать-то, переключились на новое. Город все-таки, да, много суеты, много знакомства и так далее. Может, вот это, да, все новое. Они жили там в деревянном доме с печным отоплением, а сюда вот это городские условия все-таки, да, все новое. Вот это, может быть, это их как-то отвлекало. Может быть, да, может быть, да.
Ага. И сразу их устроили в школу, там ни дня не ждали, да, сразу 1 сентября пошли в школу. Младшенький тоже сразу пошел в детский сад, и как-то вот так все устроилось. Поэтому они, конечно, ну, конечно, переживали, но не так сильно, не остро, я бы сказала. По ним я не видела, чтобы они сидели там, плакали, скучали. Ну, они, конечно, мамы не хватало, конечно. И вот переехали, значит, у тети нашей была квартира. Маленькая. Маленькая квартира, которую сама тоже заработала тогда. Умудрились поместиться каким-то образом. Ага. Ну вот жили же. Жили. Это однокомнатная квартира. Я вот говорю, как вот все время же говорю тете, как ты так говорю? Сейчас вот заходят и не понимают, как мы тут помещались в эту квартиру. Да, как мы помещались? Но тесновато мы не чувствовали, ну потому что же маленькие были. Ну потом же выросли, с 9 класса я же вымахал. И вот мы вшестером жили. Ну, как-то не чувствовали, что тесно никогда, вот я не ощущала. Ну, дети двое были маленькие, а старшенькие, конечно, большие. Ну, вот тоже сложно. Ты же молодая была, Владя. Да. Ну, не так уж молодая. Конечно, молодая была. Почему молодая? 50 лет было. Ну, 50 лет. Ну, сейчас же молодой возраст, 50 лет. Ну, говорят, жизнь только начинается 50. Если сейчас смотреть, то, конечно, 50 лет это молодые. Да, ты могла бы 50 лет жить, дожить, а ты решила жить свою для нас. Об этом я вообще не думала, я думала о детях почему-то. Не почему-то, а как-то так, да. Жалко было, конечно, 4 детей без мамы. По сути, и Лариса Ивановна, и ее брат Федор Иванович были молоды. Каждый из них мог бы устроить свою личную жизнь, но они выбрали другой путь. Сегодня Иван признается в своем детском эгоизме и о многом сожалеет. Дети говорили, не надо нам. Ну, вот, ага. Вот особенно Ваня говорил, потому что он любимчик мамин был. Я почему-то жестко сердился. А вот надо было, оказывается, папе, да? А вот, ну вот сейчас, ну, что поделаешь, так получилось. Потом я говорю, а вот сейчас говорю, давай женись. А он не хочет. А он уже не хочет. Ну вот в то время, да, я очень сильно сердился и всем это показывал, что мне это не нравится, что я этого не хочу и так далее. А вот надо было. Вот я все время говорю своей тете, да, маме говорю. Ну вот вторая мама же наша. А для наших младших вообще мама от роду, потому что наши же не помнят. Ага, младшие. Ну, у нас родственники, все мы родные, все такие близкие, ну, родные, да, все друг друга помогаем. Старались везде их занять. Каникулярное время тоже занимали, да. Летнее время лагеря, им некогда было. Вот это, может быть, помогло, конечно, перенести утрату матери. И я все время часто ездила в командировки. Месяц, 2-3 раза иногда бывало ездила в командировки. Я работала в Министерстве профессионального образования и науки. Вечером поздно прихожу, чистота, порядок в доме, еда готова уже, да. Было это, конечно, вот старшие. Кто рано приходит, тот и готовил. И я знала, что они занятые. Вот особенно Ваня, он такой шустрый, да. Ваня вообще с 3 лет детский сад как пошел, начал везде участвовать, потому что он четко все звуки выговаривал. И поэтому в детском саду, конечно, кто хорошо говорит, всех учит, и на все праздники он выступал. И стихи читал, и пел. И 3,5 года, 4 еще не было. Районный этот конкурс был, фестиваль или что, какой-то конкурс. Какой-то конкурс песни, да. Песенный конкурс для ребятишек. И он стал лауреатом. Я помню, мне подарили игрушку мягкую. Мягкая игрушка, и она такая не маленькая, такая большая была. Но лишнее же не купишь, да, в то время себе не позволишь. И вот родители тоже рабочие, тоже у меня мама вот на работе санитаркой работала, а папа водителем работал, да, 4 детей.
И вот как-то, наверное, сложновато было, да, вот. И я так обрадовался этой игрушке. И это был такой стимул, наверное, для того, чтобы дальше что-то делать, да. И вот мечта была Маша, да, мама Вани. И она так хотела, чтобы он, ну, у него склонности была, он хорошо пел, и музыкальный слух у него был, да, и какой класс это был? 4 класс, да? Ну, после начального класса, к 5 классу. Класс, они пошли, показались в музыкальную школу. Конечно, его тут сразу же взяли. Ты же пришел ко мне, такой маленький, баянчик маленький. Я думала, вырастет, не вырастет мой мальчик. Мальчик исполнительный был. Я говорю, такой маленький пришел, все, Ванечка, 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 Ванечка везде. Потом во 2 классе мы первый раз поехали в маю на конкурс. Наверное. Да, на конкурс поехали. Вот там он 2 место занял. И там мне педагоги говорят, а что такой мальчик маленький, а такой большой баян. Этот этюдик-то у нас же большие были, маленьких же не было. Конечно. А ему не тяжело играть? Я говорю, ну послушайте, как будет играть. Сыграл только так, 2 место лауреат получил. Я Ваню все время слушаю. И ну, в телефоне, по интернету, когда по телевизору передают концерты. Сюда приезжал, когда выступал, я ходила тоже на концерт. Я говорю, за своими учениками я всегда слежу. Как педагог с большой буквы научила не только нотной грамоте, да, и вот какому-то музыкальному искусству, да, именно школа жизни у нее все время, да. И после окончания тоже мы до сих пор, да? Да, до сих пор. До сих пор мы общаемся. Ну вот Евгения Степановна, она такой педагог, вот, значит, такой добрый профессионал своего дела, который не только вот учит нотной грамоте, играть и так далее, она вот потом только вот понимаешь, да, что... Да, учит. с возрастом. С возраста? Да молодой я еще, какой возраст? Не, ну все равно. Евгения Степановна сама как преподаватель, как педагог, такая добрая, такая заботливая, да, все время она могла заменить и маму, и бабушку, и друга, да, и можно было доверять все, рассказать, какие у тебя проблемы. Она все время так заботлива. Почему так легко одет? На улице ведь холодно, да? А как у тебя дела дома? А помнишь, в школе ты говорил мне, что я все равно буду петь? Петь? Я буду петь. И мама все время говорила, вот ты будешь петь, да. Она говорила. Твоя мечта сбылась, как ты хотел. И это была мечта скорее мамы, да. И когда вот ну, ее не стало, для меня вот как-то стало, значит, какой-то целью, наверное, да, и напутствие ее. И напутствие ее. После окончания она звала сюда, еще в школу. Работать. Да, работать, заменить ее, ага, и, значит, быть даже руководителем школы, да, предлагали. Вот. Ну, не получилось. Не получилось. Но зато теперь получилось. Но все равно у нас. Все равно я. Все равно в культуре. У себя, да, в культуре и в МГ. Значит, субботник сегодня с коллегами. Посадка цветов, так скажем, да? Ольга Николаевна, ну что посадили здесь? Ну, здесь хлопья, еще подсолнухи тут. Подсолнухи у нас будут. К осени они будут выше меня, надеюсь, да? Да. Выше меня? Хлопья будут. Ага. И коллеги сами сделали вот инсталляцию, скажем, да, цветочницу. И здесь специально будет надпись, посвященная столетию СССР, цветами. Видите, да? В сфере культуры выходных никогда нет. Каждый божий день, хоть и воскресенье, хоть и этот, никогда выходных нет. Работаем 365 дней в году, да? Каждый божий день.
стараемся, что здесь было все красиво. Летний сад образовался, да? Ага. Да, и надеемся, Ольга Николаевна Судинова, она у нас рулит всем этим процессом. Это ее авторская задумка, что мы должны посвятить, обязательно инсталляцию должны посвятить столетию СССР. Иван Федорович, как молодой руководитель, он очень энергичный, очень инициативный человек. И он всегда держит свое слово, человек слова. И у него очень много идей, планов, которые, конечно, мы как коллектив его поддерживаем. Ивана Федоровича мы сначала знали как исполнителя эстрадных песен, да? Вот. И его творчество, конечно, он очень любит такие песни романтичные, которые трогают за душу. Но и в жизни он тоже такой же, очень такой эмоциональный, творческий человек. И его творчество, конечно, сейчас находится как бы, ну, у него мало времени сейчас на это, так как он руководитель целого, скажем так, культуры Амгинского улуса, поэтому сейчас он очень редко выступает. Хотелось бы, конечно, чтобы он почаще выходил на сцену и радовал своих зрителей. Я могу с точностью сказать, что эта песня отражает его внутреннее состояние, его внутренний мир. Он внутри очень такой ранимый человек, очень тонкий. А сейчас у меня в связи с переездом в Амгу последние 2 года вообще я с поля зрения пропал, может быть, да? И у меня спрашивают, ну как, тоскуешь ли, скучаешь ли? А я говорю, а некогда. Некогда даже об этом думать, что-то тосковать и так далее. Присесть иногда некогда. Какая тоска, говорю. Я не жалею о нашем переезде в Амгу. Значит, 2 года я уже работаю, очень хорошая команда молодая, какие-то проекты мы участвуем, гранты пишем, субсидии, все время это участвуем, выигрываем и так далее. Ну вот очень хорошая команда у меня тоже, коллеги. Ну, работается, скажем, легко, спокойно, потому что меня знали. Меня знали, кто я, что я, откуда приехал. Ну, все-таки Родина. Я патриот своей Родины, все время выступал там на концертах, на каких-то землячествах, все время поддерживал связь. И то даже не живя в Амге, а просто все время говорил: я амгинский, я амгинский, амгинский. Вот моя родина Амга, Амга, Амга. Мы, конечно, он спрашивал у меня, вот так предложили, что мне делать, как быть. В первую очередь, конечно, у тебя я спрашивал. Да, и сразу, как раз в то время вот квартиру приобрели, начался ремонт. Жена беременная, жена беременная. вторым ребенком. И он собирается в Амгу. А там жить нигде, ни жилья, ничего, одна должность. Поэтому был, конечно, такой очень большое раздумье, да, и выбор, согласиться, не согласиться. Но потом, если человек, у него потенциал такой, да, организаторский, с малых лет. Даже вот помню, да, если назад идти, когда в деревне играли, там тоже можно было бы его способности заметить. Он собирал детвору, и они там играли лапту летом. Лапта – это подвижная игра, все время там на улице играли. И правило такое, что кто-то это мячик ловит, да, мячиком, а кто-то это палкой мячик ударяет, ну, лапту, правила игры знает, да.
А Ваня там заводила. И кто-то медленно бегает, ругал. И потом правила менял по-своему, в свою пользу. Но почему-то все соглашались, дети. Там были дети младше его и старше его, но почему-то подчинялись ему беспрекословно. Никто не возражал. Вот с малых лет у него вот такие организаторские способности. И убеждать людей. Но с малых лет. Интересно, да? Везде, по всей его вот этой пути, да, жизненному пути, встречались только хорошие люди. Только хорошие люди. Наставники такие добрые были, понимающие. И, конечно, сейчас и довели его до начальника управления культуры Амгинского улуца. Ну, в этом, конечно, большая заслуга жены, да, как она поддержала. Вот она была... Она ни слова против не сказала. Так же? Да. Ага, ни слова. Да. Потом она молодец, сразу все поддерживает, понимает. Ну вот у нас съемки, да, проходят, они сейчас в Сунтарах просто. Мы отправили отдыхать к бабушке с дедушкой. Сил набраться родных. Да, потому что у дедушки у нас нынче юбилей, 65 лет отпраздновали, да, и вот в связи с этим событием и так далее, они полетели все в Сунтар. У меня старшему 5 лет нынче будет в сентябре и младшему годик. Старшего зовут Айхал, младшего зовут Мичель. Айхал, Мичель. Да, и Ульяна, моя жена, очень сильно поддерживает. Вот всегда тоже мои начинания, какие-то эти, переезд, да, с города в сельскую местность, никого, ну вот, ладно я, там же знаю, и все равно есть свои какие-то знакомые, одноклассники, друзья, да, а у нее-то нет никого. Поэтому в этом плане она молодец. Ну вот она, я тоже ей очень сильно благодарен, потому что создавать уют и там, и тут, да, там все время за хозяйством смотреть детей. Детям же тоже, да, там надо новый детский сад, новая адаптация, да, какие-то эти. И все время вот она создает вокруг нашей семьи. Еще не только создает уют, но и с детьми занимается. Да. Ага, здорово занимается, прямо старшего тут отдаст, сюда отдаст, чтобы он занимался. Очень энергичный парень. Энергии очень много, тут бы он вообще крутился, вертелся, и поэтому, что это как-то заубавить, да, его отдали там то на футбол, то на интеллектуальные вот эти занятия, то интеллектуальные. Поэтому человек тоже очень энергичный. В отца, наверное, пошел. Семья Ивана поддерживает его всегда и во всем. Несмотря на то, что плотный график работы – это неотъемлемая часть жизни нашего героя, жена Ульяна относится к этому с большим пониманием. Ведь ей не привыкать. Даже когда они только начали встречаться, Иван не всегда мог уделить время своей невесте. Кстати, если бы не занятость Ивана, они так никогда бы и не познакомились. Ой, это был проект Татьяны Николаевны Чаранской. Она была режиссером Сангайры, у нее были авторские проекты «Люди в погонах». И проект танцевальный среди непрофессионалов назывался «Стань звездой». И, значит, проходил кастинг, и вот, значит, она пришла, жена моя, ну тогда не жена, Ульяна Николаева в то время, работая в Сбербанке, пришла участвовать в этом проекте танцевальном. Ну, хоть мы не были в одной паре, но мы все в команде занимались и так далее. Ну, вот я увидел ее, ну, и сразу как-то это, сдружились, познакомились. После, значит, репетиции начал я ее отвозить домой. Ага, мы начали там ходить, ну, в кино, ну, как обычно, да, в кино, в рестораны. Вечером начали, значит, кататься на машине. Но я все время занятой, и она все время это понимала тоже. Изначально, как мы начали, значит, у меня иногда не было времени сводить в кино, да, какое-то внимание уделить. Или это было редкостью, да, что вот у меня появлялось. Но вот она чувствовала, что вот я
Ну вот начинаю, наверное, привязываться, влюбляться, да, в нее. Но все равно она чувствовала, но из-за того, что вот у меня тоже вот все время все поминутно расписано, там. И из-за этого тоже у меня, может быть, порой не хватало времени, да. Вот. Ну вот она уже с тех времен понимала, что я очень и очень занятой человек. Занятость – это второе имя Ивана. И действительно, так получалось, что он всю сознательную жизнь посвящал и учебе, и работе. Причем всегда все совмещал или делал параллельно. Будь то учеба в музыкальном училище или учеба в Арктическом институте сразу на 2 факультетах. Во многом это заслуга Ларисы Ивановны. Своим принципом воспитания она считала то, что человек всегда должен достигать поставленной цели и быть постоянно в пределе. Все, что он достиг, это все сам. Своим этим упорством, своим трудом, все это сам. Все сам достиг. Никаких там у нас блатных у нас вообще нету, не было. Поэтому все сам. Когда я учился в институте, уже начались вот эти вот проекты, кастинги, да, кастинги с НР, какие-то съемки, МДК, Саха, радио, записи песен. Начались уже у меня гастроли, я всю республику практически объездил, как-то вот совмещал, да, с Институтом культуры. Но там тоже вот таких ребят в институте поддерживали, потому что он же неделями пропадал же на гастролях, но его почему-то это... Да, почему-то меня поддерживали все время. Потому что... Пропускал же, столько много пропусков человек, да? Ну, экзамены на 5 сдавал. Экзамен сдавал, конечно. Я учился и параллельно работал. Музыкальная радиостанция была на волне 103,6 FM, Кинорадио называлось. Ну, кто-то, наверное, заметил, у него голос такой, да? Поэтому из-за его голоса, может быть, его взяли туда, я думаю, на радио. А у меня тогда еще писклявый голос был. Ничего не писклявый. Я пришел, значит, на радиостанцию, и мне сказали, вот, ну, надо прочитать текст. Ага, на русском языке надо прочитать, и потом на якутском языке надо прочитать. И там был музыкальный редактор, нынче друг Юрий Петрович Босиков. И он сказал, а можно прочитать так же, но на 2 тона ниже. Ага. И я, значит, прочитал на 2 тона ниже, своим голосом. И он такой, ну ладно, типа. И там главный редактор Варвара Егоровна нынче Говорова, Ермолаева была в его фану. И вот они работали, тоже молодая команда работала в то время, и почему-то меня взяли. Ну вот было сложно уже. И вот я получался... Там учился, там ходил, на радио работал, на факультет вузовского образования ходил. И вот совсем времени не было. Совсем, это очень хорошо, потому что с его энергией, если бы было свободное время, не знаю, куда он бы делся. Да? Вот занятость, это очень здорово. Человека дисциплинирует, и он планирует, да, сначала с утра туда идет, потом сюда идет. У него все запланировано было. У него даже дневник был. И там записывал, куда идет, куда. Да. Потому что по памяти уже можно было запутаться. То там, то тут. Да, там же ночные эфиры еще были на Кинорадио. Получается, с 6 до 12, 6 часов из 12. Вначале я его ругала. Как это так с утра до вечера бегаешь, как совраска? Где ты ходишь? Да, все время так говорила. А потом я поняла, и наоборот было хорошо. Человек занятой. Может, я искал себя, может быть. И искал себя, конечно. Да. Метался и выбрал, да, культуру. Ну, все равно культура. А так, конечно, мы с его тетей познакомились. Вот. Я считаю, что ему очень крупно повезло с ней, что она... Ну, в таких ситуациях, конечно, очень сложно говорить, да, что все-таки 4 детей воспитывать – это сложно. Но мне кажется... Она вложила всю душу, все свое, значит, все свои возможности, и результатом является Иван Федорович. Я благодарен всем людям, которых я встречал по своей жизни, вот как наставники, мои учителя и так далее. Все хорошие люди встречались почему-то. Вот я почему благодарен, да, вот мне тетя все время вот никогда ничего не запрещала.
Она не говорила, вот я хочу это, говорю, рассказываю. Ну вот, говорит, иди попробуй, ну вот получится, не получится, хорошо, ага, типа поддерживала, да, никогда не говорила, так нельзя, надо это, надо туда. То есть, если мы ходили, ну там пакости не делали или что-то там, да, не совершали плохое, что-то не делали, то она, ну скажем, давала свободу, что ли, что вот мы готовы были сами выбрать, чем мы хотим заниматься, да. И то, что мы хотим, и то, чем мы хотим заниматься, она все время поддерживала. Все они нашли, как сказать, счастье семейное, я бы сказала. Но это, надеюсь, что это надолго. Своих зятьев и невест я очень люблю, уважаю, очень хорошие люди, понимающие, друг друга поддерживают. В этом плане очень я довольна. А вот мы все вместе. Вот Они они создают такую, такую атмосферу, и мы все вместе, все время собираемся на даче, все вместе, все праздники, все вместе с родными, да. Последний счастливый момент, наверное, семьи. Я четко сейчас помню, как это был август месяц. День рождения? День рождения моего. 15 августа. Последний день рождения при маме. Последний день рождения, да, с мамой, при маме. И тогда, помню, день рождения мое настало утром. И почему-то было все время, помню, 15 августа идут дожди. Мой день рождения всегда. А в этот день, по-моему, не было дождя. Такое ясное солнце было, такая ясная погода. И мне мама за день до этого или за 2 дня, ну, ребенок же ждет до дня рождения, и говорила, ну вот, тебе 13 лет исполняется, ага, мы не будем праздновать день рождения. Я говорю, ну ладно, хорошо. И потом утром встаю, а мамы нет, и папы тоже нет. Несмотря на легкое разочарование и некоторое опустошение, маленький Ваня тогда не подал виду. Но мама есть мама, и она так и не смогла оставить сына без праздника. А что, идем на природу, что ли, день рождения, пикник? И я вот помню, последний, это вот, я такой счастливый был, потому что я же не ждал дня рождения. Сюрприз. Да, и это был сюрприз. Там был большой красный арбуз. И мы все так дружно сидели, там Бор-Хая. Бор-Хая на берегу реки Амги, на горе. И мы все сидели, все собрались, быстренько организовали, значит, стол. Все мне подарки дарили, какие-то игрушки, что-то там. Жилет, помню, подарили, такой джинсовый. И было много карманов. Потом думаю, вот сейчас уже думаю, это, наверное, вот она сделала так, что это вот последний день рождения с ней. Наверное, почему Сама говорят этого не же. ведая. Да, сама этого не ведая, конечно. Да. Вот оказывается, наверное, чувствовала, и что вот так поступила, иногда же так, ну, когда анализируешь. И потом... Ну, она всегда дни рождения своих детей справляла. Всегда обязательно готовила, всегда подарки. Так что каждому, всем 4. Ну, было тяжело, конечно, вспоминать сейчас тоже тяжело. Как-то это... Все проходит. Я помню ее запах, до сих пор помню. Я помню ее движение. Я помню, как она, значит... У меня же сестренка и брат. Я помню, как она с ними нянчится. Мама — это, во-первых, самый близкий человек. У нас мама очень хорошо готовила. Вот этот запах еды, уюта, вот это у нас, конечно, все осталось в памяти. Сейчас вот наша тетя мама, да, она для нас вообще теплота, душа, сердцевина нашего всего, вот, да, наших родственников. И самый теплый, добрый человек, с которым
Ну вот я не представляю, как вот без нее, да, если бы ее не было, допустим. Она у нас лидер, она все решает, она у нас и голова, и шея, и плечи, и все на свете. И сердце, и душа, и теплота, и друг, и наставник, и советчик, и самое родное сердце человека. Нашему сегодняшнему герою в некотором смысле повезло. У него было две мамы, обе невероятные женщины. Одна и по сей день всегда рядом, готовая помочь в любую минуту. Вторая немного поодаль, за спиной. Она его ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.